Hürmetli jurnalistler, добрый день, уважаемые журналисты. Tillar turundagi zakonning o'talishi u respublika uchun albatta eng muhim statyalarning birisi. Chunki 90-yillar baribirida xatirinde şuşu mesele, tillar meselesinde hali Kur'an'a çıktı hem bir uzak vakitler şuşu mesele halkının fikirleri toplanmış oturup bir tiyizlikle gelmiş oturup bu hareket totalmadı. Таких движений пришли к единому согласию, что в Татарстане два государственных языка. Этим все сказано. И слава Аллаху, слава Богу, что вот за эти годы этот закон очень результативно работает в республике. И не было никаких вопросов вообще постановки этого двуязычия, двух государственных языков. Мы прошли все этапы становления этого вопроса. И надо отдать должное, что население этот вопрос воспринял с таким пониманием, что мы уже прошли с вами и съезды, и разные этапы. И вот тот съезд, который прошел недавно здесь, в Казани, съезд народа Татарстана, еще раз подтвердил, что этот закон делает свое положительное дело. И мы с большим удовлетворением сегодня можем отметить, что по всем статьям все народы, которые проживают в республике, чувствуют и заботу, и внимание по вопросам сохранения, развития языков. И главное, из выступлений все было очень четко и ясно, что ни один народ не выпал, и деятельность Ассамблеи народа Татарстана, деятельность Дома дружбы народов, который уже распространился и в регионы, в города и районы республики, существует, уже действует не только Республиканский дом дружбы, а это наша гордость, которая первый в стране, это был открыт дом дружбы, насколько вы знаете, это еще в 90-х годах, прямо в 90-х годах. И этот дом уже, он стал таким методической базой, образцом для многих регионов, которые уже за эти годы изучали опыт Татарстана и создавали у себя такие же структуры. Она работает действительно во благо на согласие народов республики. И через этот дом дружбы реализует свои духовные потребности многие национальности. Об этом тоже на съезде было очень выпукло показано. И это действительно наша гордость, что мы можем сказать, что мы республика толерантная, мы республика, которая создает условия для всех равные условия. Это главное. То, что сегодня мы по вопросу, по части реализации закона о языках имеем некоторые трудности, некоторые проблемы, это тоже известно, особенно по распространению татарского языка, по использованию татарского языка во всех сферах жизни. Вопрос непростой, он многогранный, комплексный вопрос. Конечно, здесь прежде всего школа, детский сад, семья, общество. Хотя условия, мы говорим, созданы, но тем не менее на сегодняшний день полноценной реализации пока в плане распространения татарского языка как государственного языка она еще не получила такого распространения. И
эта проблема, она остается, она актуальная, и на уровне образовательных учреждений, особенно в последние годы, особенно вопросы, ставились вопросы методики преподавания в школах, методики в детских садах. Она уже во многом реализуются эти проблемы, вернее решаются, и надо отдать должное, министерство в последнее время обращает на эти вопросы такое пристальное внимание. Это радует, потому что в этих вопросах люди уже отмечают только результаты, а сам процесс, процессом должны владеть специалисты, и они вовремя должны отметить те болевые точки, которые позволяют в целом в итоге уже оценить эти процессы и дать им оценку в плане служения народу. Вот те вопросы, которые сегодня здесь могут быть затронуты, я, конечно, могу ответить по деятельности Всемирного конгресса татар, который возглавляю вот уже 15 лет. Это организация, которая сегодня которая объединяет, если уж не будем говорить, что всех татар, ну, во всяком случае, те организации, которые сегодня входят в Всемирный конгресс татар, их более 470 организаций, это в 40 странах мира и 67 регионах Российской Федерации. Те организации, которые сегодня объединяют наших соотечественников в зарубежных странах и граждан Российской Федерации, которые проживают в разных частях нашей страны, и в Сибири, и в Дальнем Востоке. Из года в год эти потребности удовлетворяются все в большей степени. Еще в 2002 году, когда я избрался в Конгресс, президент страны Владимир Владимирович Путин встречался с делегатами Третьего съезда Всемирного конгресса татар. Вот тогда на вопрос нашего соотечественника, будем говорить, российского гражданина, татарина из Дальнего Востока, который поставил вопрос об удовлетворении духовных потребностей, вот детей воспитывать на чем. Вот он прямо поставил вопрос перед президентом страны, и он очень тщательно и очень скрупулезно отвечая на этот вопрос, минут 20 отвечал и говорил, что нам нужно все вместе работать на удовлетворении вот их духовных потребностей. И Татарстан, и он сказал, что мы, Митим Шарипович, он попросил, чтобы наполовину республика в этом взял на себя, и половину он сказал, что мы федеральной власти будем этот вопрос реализовывать. И вот это было, пожалуй, отправной точкой на такую многогранную деятельность Конгресса и в регионах Российской Федерации. Вот с тех пор мы реализовали очень много конкретных проектов. Это и те же праздники Сабантуй, которые уже из года в год все становится более прочно входит в жизнь российских регионов. И мы, конечно, гордимся, что татарский праздник, он стал объединяющим фактором, работающим на действительно объединение, на прогресс. И это не случайно регион России с большим энтузиазмом это подхватили нашу инициативу. И вот я могу сказать, что федеральный Сабантуй, который как проект утвердился уже более десятка лет, он в последние годы собирает десятки тысяч. Красноярске 3 года назад было 73 тысячи на Сабантуе. Это действительно проект такой масштабный, и не случайно многие губернаторы, многие регионы
Сабантуй, татарский праздник Сабантуй включили в число официальных праздников своих регионов. Как исход в год уже они и часть финансирования они берут на себя. И, конечно же, основным инициатором проведения этих праздников, основными движущими силами остаются наши организации, татарские организации, общественные организации в этих регионах. Поэтому власти вместе с участием наших организаций реализуют этот проект. И мы уже имеем и второй крупный проект. Если федеральный Сабантуй более десятка лет, мы уже 8-й раз проводим всероссийский сельский Сабантуй. Это другой наш конкретный проект. Он появился на волне нашего проекта по поддержке сохранения татарских сел по Российской Федерации. На сегодняшний день 4300 татарских сел у нас в картотеке, в Конгрессе. И мы, реализуя вот этот проект по сохранению татарских сел, шли по пути поддержки сельского предпринимательства. И все российские форумы сельских предпринимателей, которые татарских сел, которые проходят в марте, каждый год, ежегодно в марте, собирают по 800, по 900 человек все регионы, и желающих становится все больше и больше. В этом году более 7 тысяч изъявили желание участвовать на этом форуме, мы пригласили 750. И это говорит о том, что действительно перспектива сохранения татарских сел через предпринимательство — это реальный проект, реальные дела. Они сами, мы видим, что вот на этой волне в селах появляется новый пласт предприимчивых, талантливых людей, которые могут на себя возложить не через там какие-то должности, а просто инициативно взять на себя, поставить свое дело как семейное дело, или семейная ферма, или семейные какие-то формы предпринимательства, и таким образом взять заботу о будущем этого села на свои плечи. Много таких примеров, когда они уже финансируют и ремонт школ, ремонт домов культуры, и библиотек, или там что-то другое, и помощь школам, помощь детям, детей. И это, как правило, это Сабантуй проходит уже не в городах, а в крупных селах. И нынешний всероссийский сельский Сабантуй будет проходить в Пензенской области, село Средняя Елюзань. Это самое крупное село в России. Отдел перевода и идентификации законов Республики Татарстан на русском и татарском языках. То есть мы занимаемся переводом с русского на татарский язык. Все журналисты, которые владеют татарским языком, надеюсь, работают нашими документами. Да, ведь мы вам очень благодарны. И вообще всем благодарны за освещение, за доброжелательность, за посещение. И поэтому я бы хотела несколько слов на татарском языке, потому что словарь готовится. И хотела бы узнать ваше мнение, ваше предложение. То есть словарь готовится, сейчас называется общественно-политический словарь. İçtimai siyasi sözlük. İlk şıkkan idanın bir варианта. Хотя меня тулыlandırıp, вы же все прекрасно знаете, у нас вот есть результат нашей деятельности, получается, ведомости Государственного совета Татарстана, все законы и нормативные акты на русском языке, и bütün zakonlar, нормативные актлар, карарлар на татарском языке жиылма басма. Шушы документ біздің мен 25 жылға яқын іштім Дәулет Советында, әр уақыт шығып келді, сайтта бар олар, на русском татарском языках. Һәм сіз білесіз, біз регламент бойынша эшлейбіз, тез қысқаша айтып кетем. Дәулет Советін мен өзім ойлаймын, 25 жылға яқын эшлеуші боларақ, республикада, Конгрессіне ұзып кетіп болмайындар бәтті, республикамызда 2 дәулет тілінде камил эшлей тұрған, һәм эшләргә тырыша торган, җитәкчеләр тарафыннан да куплана торган бердән-бер орган дип әйтәсем килә. Чөнки башка оешмалар белән дә сез тыгыз элемтәдә торасыз. Кемнәрнең ничек эшләгәнен сез безгә караганда да күбрәк беләсездер.
Ermeniler bütün zakonlarını hem normatif aktlarını Tatar tiline tercüme edip onu reglament negizinde 14 gün içinde Respublika Rus Prezidentine imzaga jibere turgan organ Devlet Sovetine dep aytarız indi. Hem bunda bizning 5 kişiden turgan bölükliğine tugul bu işte elbette bik avroylu deputatlar sostavında sizde o Türk'ün sostavında turasız Sayın Ömeroviç deputatlar da şulay bizim tercümelerini korap çıkıp ona imza salıp, kod yazıp, şulay prezidentine yollaylar. Siz onlarla tanışası yapar, o zakonlarda yaptırabilirlikleri gibi. Hem eytesimkiler bazı zakonlar, bizim negiziydiğimiz zakonlar 98-97-2005 yıllara, 2004 yıllara kadar kabul edildi. Ninde yine zakonlar kabul etmedik. Bütünüzünüz bilesiniz, neft turunda da, gaz turunda da, selametlik saklanan, turmuş, bütün iktisat tarmağının bütün ülkelerine bağışlanan zor sollu külemde zakonlar kabul edildi.